25 июля – пятница. Сегодня постараемся для кого проанонсировать, а кому напомнить о мероприятиях ко Дню города Бреста. А посмотреть и поучаствовать традиционно есть в чем. Начнем нестандартно, с воскресенья. Утренняя программа, потому сначала о зарядке общегородской. Ее в спорткомплексе Брестский проведут олимпийские чемпионы Сергей Макаренко и Юлия Нестеренко. Они же, к слову, почетные граждане Бреста. Не пропустите 27 июля в 10:30 утра. Меня зовут Денис Липкин, утренний эспрессо, готов рассказать о самом интересном из жизни региона, страны и мира. Смотрите сегодня. День МЧС Беларуси. В теме дня о пожарной ситуации на Брестщине и праздничных мероприятиях. Напомним о правилах поведения у водоемов и в лесу, а также расскажем о вступительной кампании в Брестском государственном техническом университете и кого еще здесь добирают на бюджет. Только у нас самые интересные новости региона. К началу нового учебного года в Брестской области будут оптимизированы 46 учреждений образования. Закрываются прежде всего школы, количество учащихся в которых не превышает 50 человек. То же самое можно сказать и про детские сады, расположенные в сельской местности с очень низкой наполняемостью. Одно дошкольное учреждение планируется закрыть в Жабинковском и 2 в Ивановском районах. Для детей, которые их посещали, будет организован подвоз в учебно-педагогические комплексы. Подробности этой темы можно узнать сегодня в программе «По скриптам» в вечернем эфире телерадиокомпании «Брест». Не пропустите. А пока о других интересных событиях нашего региона из обзора региональной прессы. Говорят, девушка не может быть одновременно и умной, и красивой. Этот стереотип развенчала Нина Леоновец в авторском проекте «Особливые». О королеве экстравагантности международного конкурса «Королева весна-2014» Марине Цундер читайте в Народной трибуне. Социальные танцы доступны людям любого возраста, телосложения, пола и уровня подготовки. В чем же притяжение и магия сальсы, бачаты и зука, читайте в интервью с руководителем студии социальных танцев в свежем номере Народной трибуны. 5 поколений коренных брестчан такое встретишь нечасто. Подробности семейной истории необычной брестской семьи, которая до сих пор живет в домах, построенных прадедом, читайте в вечернем Бресте. Обретают воплощение планы городских властей по переносу автовокзала с улицы Мицкевича на Орджоникидзе. Какова стоимость проекта и какие изменения повлечет он для транспорта и пассажиров, выясняли журналисты «Вечернего Бреста». В канун Дня торговли журналистка «Вечерки» исследовала состояние магазинной сети Бреста. Главный вопрос – соблюдаются ли интересы горожан при укрупнении торговых объектов, строительстве супер- и гипермаркетов. Ответы давали представители властей и розничного бизнеса. Сегодня день пожарной службы. В Пинске 150 лет назад, согласно первому документальному упоминанию, была организована пожарная команда из 14 человек. Экскурс в историю службы совершил корреспондент газеты «Пинский вестник». Об этом в пятничном номере. На днях после ремонта свои двери распахнуло кафе «Полесье» в рабочем поселке Речица Столинского района. Корреспондент районной газеты «Новины Полесья» в числе первых посетителей побывали в заведении. Все подробности в свежем выпуске. 2 недели каменщики Брестщины соревновались за право называться лучшими в своей профессии. Конкурс проходил на базе Барановичского стройтреста номер 25. А кто победил, узнайте из сегодняшнего номера барановичской газеты «Наш край».
О чем прочитать, узнайте из обзора прессы утреннего «Эспрессо». 25 июля, пятница. Сегодня день пожарной службы. Но не только о праздничном поводе за чашечкой утреннего эспрессо будем говорить сегодня с Константином Шершуновичем, начальником Брестского областного управления МЧС. Константин Евгеньевич, доброе утро. Доброе утро. Давайте о буднях, тем более, что эти будни жаркие. Наверняка у ваших сотрудников больше работы в эти дни. Хотя они и праздничные, но они довольно напряженные, да, действительно жаркие. Сегодня намного чаще поступает информация о различных происшествиях, в том числе, конечно же, пожарах. Тем более, что сегодня населенные пункты наполнены детьми, немножко дети балуются. Вот если в июне месяце мы получали там 3-4 сообщения о пожарах, сегодня эта цифра увеличивается в несколько раз. Поэтому, конечно же, проводится намного больший объем профработы, работы разъяснительной, чтобы упредить негативные моменты. Но сейчас такая пора и сезон сбора лесных даров. Посещение леса еще не запрещено? Нет. Еще погодные условия позволяют спокойно находиться в лесу. Но, конечно, сейчас горячая пора в отношении уборки урожая, зерновых, и работники службы тоже принимают очень активное участие непосредственно в уборочной страде, но и, конечно же, проводится соответствующий мониторинг и ведется профработа, чтобы не допустить каких-либо пожаров, чрезвычайных ситуаций в ходе уборочной кампании. Ну, впрочем, хватит, наверное, о буднях. Давайте поговорим о праздниках, тем более, что сегодня день будет очень насыщенным, не только в Бресте. Расскажите подробнее всю афишу праздника. Ну, прежде всего, конечно, пройдут везде скромные торжественные собрания. Мы скажем слова благодарности нашим работникам, лучших наградим наградами, грамотами, поощрениями. Будет очень важное событие на территории Брестской крепости «Герой». 65 наших работников будут принимать присягу органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Очень такое торжественное, ответственное и трогательное мероприятие. Мы основательно подготовились. Надеемся, что будет хорошо. Ну вот будет молодое пополнение, а в кадрах нуждается Брестское областное МЧС? Постоянно или нет? И в каких? Как и любое ведомство, конечно, мы нуждаемся в кадрах профессиональных. Но надо сказать, что сегодня 2 высших учебных заведения в нашей стране готовят специалистов для нашей системы. Этого вполне достаточно. Поэтому кадры мы получаем хорошего качества и отдача соответствующая. Но согласитесь, что символично День пожарной службы накануне Дня города Бреста. Но в этом году вы решили связать эти 2 события, и на аллее фонарей появится фонарь МЧС. Расскажите об этом. Действительно, это так. Вы знаете, когда в Бресте впервые появились на аллее фонарей скульптурные композиции, у нас тоже возникла идея, почему бы не найти и место для композиции, посвященной работникам пожарной службы. И вот такая композиция сегодня создана под руководством мастера кузнечного дела Александра Чумакова. И в 15 часов мы будем торжественно открывать вот это великолепное изделие. В этом изделии какая-то атрибутика МЧС присутствует? Но там показан пожарный спасатель, который проходит сквозь огонь, сквозь дым, идет на помощь людям и проводит соответствующие спасительные мероприятия. Константин Евгеньевич, ну вы знаете, вот различного рода традиции появляются. Наверняка будут фотографироваться и возле вашего фонаря. Что при этом хотелось бы вам, чтобы на память осталось? Я думаю, что это будет происходить обязательно. Будут такие фотографии. Но нам хотелось, чтобы вот в этот момент у людей была хорошая, добрая улыбка. И говорили, наверное, все-таки слова, ну, хорошие в адрес пожарного спасателя, потому что это человек, который действительно много делает для безопасности в нашем обществе. Ну, давайте, пусть прямо сейчас будет еще и улыбка у ваших сотрудников двойная, ведь сегодня праздник, и несколько слов им. С большим удовлетворением я сегодня говорю слова благодарности и нашим работникам, и всем руководителям, должностным лицам, кто занимается вопросами повышения безопасности в нашем обществе. Конечно же, чтобы мечты, желания сбывались, чтобы были силы вот эти желания реализовывать. И главное, чтобы не подводило драгоценное здоровье и были счастливы. Спасибо большое, с праздником и вас, Константин Евгеньевич, всю вашу службу в вашем лице. И, конечно же, утренний эспрессо желает вам большого здоровья. Ну и примите как есть, и оставайтесь побольше без работы.
Спасибо, спасибо. Всего доброго. День пожарной службы. В гостях утреннего «Эспрессо» был Константин Шершунович, начальник Брестского областного управления МЧС. 25 июля 1907 года в Англии организовано скаутское движение «Будь готов оказать помощь слабому». Его основателем стал известный английский общественный деятель, полковник Роберт Баден-Пауэлл. Сегодня в движении скаутинга участвует более 38 миллионов человек из 217 стран. 1919 год. Советское правительство выступило с обращением к китайскому народу, в котором отказывалось от всех привилегий и особых прав, полученных царским режимом в Китае, и предлагало проведение политики дружбы. Это было первое равноправное предложение Китаю от европейской державы. 25 июля 1929 года родился Василий Шукшин, советский писатель, кинорежиссер и актер. В 1963 году он опубликовал свою первую книгу «Сельские жители», а через 11 лет на экраны вышел его знаменитый фильм «Калина красная», получивший впоследствии несколько призов российских и зарубежных кинофестивалей. В 1976 году Шукшин был посмертно удостоен Ленинской премии. Дата 25 июля 1943 года ознаменована также падением фашистского режима Муссолини. Это произошло после встречи диктатора с королем Виктором Эммануилом III, который и приказал арестовать основателя итальянского фашизма. 1993 год. В день второй годовщины независимости Республики Беларусь в Лиде установили памятник Франтишку Скорине. Во многом это стало возможным благодаря жителям города, которые приняли активное участие в сборе средств на памятник. Таковы исторические события сегодняшнего дня. А 26 июля в Брестской центральной городской библиотеке имени Пушкина состоится презентация новой книги Зинаиды Дудюк. Она называется «Выжить на дороге смерти». Произведение состоит из 10 глав, каждая из которых воспоминания конкретного человека, его чувства и переживания во время Великой Отечественной войны. Все герои родились и выросли в разных городах и деревнях Беларуси, в разных семьях, но их объединяет одно – они – дети войны. И каждому хотелось выжить под дулами автоматов, в лагерях, на принудительных работах в Германии. К слову, на презентацию приглашены герои книги. Это одно из мероприятий на День города, который приходится на 70-летие окончания фашистской оккупации. В связи с этим «Утренний эспрессо» продолжает цикл сюжетов о деятельности Брестского подполья. На этот раз вы узнаете о судьбе детей участников сопротивления. Смотрим на экраны. Войны развязывают взрослые, но тяжелее всего переносятся они детьми. Однако малыши не всегда становились пассивными жертвами. Некоторые оказывали посильное своему возрасту сопротивление. Зоя Смирнова уже в 8 лет начала работать связной. Девочка переносила весьма ответственные грузы – бинты, бумагу для листовок и даже револьверы. Ее мама, одна из руководительниц Брестского подполья Татьяна Смирнова, перед выходом напутствовала свою дочь. Если кто-нибудь увяжется сзади, то не иди на явочную квартиру, а кружи по городу, делай вид, что прогуливаешься. Однажды Зое пришлось выполнить этот совет. Возле здания современного краеведческого музея девочка чуть не погибла. Прохожий донес на нее, и проходящий мимо немецкий офицер устроил обыск. Он меня стал спрашивать, видно, у него такая плетка была тоненькая-тоненькая это. И вот он что-то показывает на корзину, ну я поняла, что он что-то спрашивает. Я говорю, играть иду, это в куклы играть. Вдруг мне пришло в голову, что по-польски надо сказать. Я говорю, лялька, схватила эту куклу и ему подаю, лялька. И вот тут он меня, говорит, шнель делает. В октябре 1942 года в Бресте произошел страшный провал. Участников сопротивления начали массово арестовывать. Дети, которые избежали задержания, со временем попадали в приюты. Руководитель подполья Петр Жуликов вскоре погиб из-за побоев, но 3 его детей были найдены в одном из приютов. Их разыскала все та же Зоя. Она прогуливалась возле детского дома, чтобы через щель в заборе высмотреть знакомых ребят. В результате 3 малышей выкупили, и со временем они были переправлены к своим родственникам. Других осиротевших малышей, Валеру и Гену Гориных, приметить с улицы не удалось, и потому маленькая подпольщица отправилась в само здание детского дома. Когда было Рождество польское, меня под видом польской девочки, наряженную всю, с подарками отправили на это мероприятие, на елку.
Там я должна была тоже постараться увидеть этих детей, если они здесь. Это уже был последнее, что можно было сделать, чтобы найти детей. Ну вот я увидела, как они идут, и, конечно, все мамины уговоры, чтобы не отдавать этим детям подарки, потому что, чтобы подозрение не упало. Я не могла не выполнить своего желания отдать детям подарок. Однако этих детей подпольщики вызволить не успели. Вскоре приют был перевезен в Польшу, и следы детей затерялись. Зоя Павловна Смирнова до сих пор не оставляет попыток отыскать их. Теперь о бизнес-климате в регионе. 176 жителей Брещины получили в этом году субсидии на создание своего дела. Планируется, что до конца года в предпринимательскую деятельность региона будет вовлечено еще не менее 200 человек. Кроме того, службы занятости выделяют предприятиям суды для создания на производствах новых рабочих мест для инвалидов. На эти цели в этом году выделено 1,5 миллиарда рублей. А далее в эфире ответы на вопросы телезрителей, которые поступили на горячую линию утреннего эспрессо. В студии уже появилась ведущая рубрики Анна Новик. Анна, доброе утро. Доброе утро. Вопросы житейского характера зачастую застают нас врасплох. Найти ответ на них поможет горячая линия утреннего эспрессо. Диана живет и работает в Бресте. У нее есть несовершеннолетний ребенок. Могу ли я требовать предоставить мне отпуск в летнее время? Спрашивает женщина. Диана, наниматель обязан предоставить отпуск в летнее или другое удобное время женщинам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 14 лет, либо ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Такой обязанности перед женщинами, имеющими 1 ребенка до 14 лет, как в вашем случае, законодательством не предусмотрено. На горячую линию позвонил Игорь из Каменца. Мужчина занимается ремесленной деятельностью у себя дома и хочет знать, имею ли я право разместить рекламный баннер на своем заборе. Игорь, согласно законодательству Республики Беларусь, размещение наружной рекламы организации, индивидуальным предпринимателем или гражданином, осуществляющим ремесленную деятельность, допускается при наличии разрешения соответствующего городского либо районного исполнительного комитета. Самовольно разместить рекламу у себя на заборе вы не имеете права. Александр Иванович из Драгичина живет со своей семьей в общежитии. В кране ванной появилась протечка, на что сантехник заявил, что мужчина должен за свои средства купить новый кран и комплектующие. Вины Александра Ивановича и его семьи в поломке нет. Сантехника износилась со временем, так как с момента постройки дома ее никто не менял. Вопрос такой: за чей счет должен производиться данный ремонт? Александр Иванович, положением в общежитии определено, что капитальный ремонт общежития производится за счет средств государственной организации либо иных источников, не запрещенных законодательством. Текущий же ремонт жилых помещений в общежитии, находящимся в обособленном владении и пользовании семей, производится за счет проживающих. Это была горячая линия утреннего эспрессо. Оставайтесь с нами. Хорошего дня. Вы смотрите «Утренний эспрессо». 27 июля в парке деревни Скоки пройдут торжества, посвященные 70-летию освобождения Брестского района. В программе показательные выступления военнослужащих разведывательной роты, воздушно-десантных войск, пограничных войск, МЧС. Также в рамках торжественных мероприятий состоится молодежный танцевальный флешмоб по страницам истории, гала-концерт «Песни Победы» с награждением участников конкурса, концерт эстрадных исполнителей. Одной из важных составляющих праздника станет экскурсия по экспозициям музея-усадьбы Немцевичи. Отправляясь на мероприятие под открытым небом или просто на работу, не забываем о погоде.
Приблизительно 1500. Это количество водных объектов нашей Брестской области. И на каждом из них можно найти местечко для отдыха. Но всегда ли умеем проводить свободное время у воды без негативных последствий для природы? Ответ на этот вопрос в нашем следующем сюжете. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. А что еще надо, чтобы хорошо отдохнуть? Вот и стремится народ в эти жаркие летние дни любой свободный час использовать для единения с природой. Вопрос только в том, как отдохнуть с пользой для себя и не навредить природе. Именно поэтому и были на законодательном уровне установлены прибрежные полосы строгого охранного режима. К примеру, ближе 30 метров от уреза воды ставить своих железных коней и мыть их, равно как и другие технические средства, строго воспрещается. В общем-то, все просто, и автовладельцы об этом знают. Это же в правилах написано, что ближе, чем 30 метров нельзя машину к воде ставить. Вот и припарковались подальше от воды, чтобы не нарушать правила. Но правила на то и существуют, чтобы их нарушать. Так, скорее всего, рассуждают те, кто игнорирует законодательство Республики Беларусь. Именно за нарушение закона о 30-метровой зоне чаще всего и приходится штрафовать автолюбителей. Рейдовые проверки Брестская городская районная инспекция природных ресурсов и охрана окружающей среды осуществляет на постоянной основе в целях предупреждения загрязнения, засорения, истощения водных объектов. Если машины стоят ближе 30 метров, привлекается к ответственности водитель за данное нарушение. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, это статья 1551, часть 2, нарушение предусматривает, санкции предусматривает от предупреждения до 10 базовых величин. Рейдовая бригада, а это сотрудники Горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды и представители ГАИ говорят, что за день таких нарушителей может быть не один десяток. За прошлый год, если так говорить в части статистики, где-то было сделано порядка 25 рейдов, значит, составлено порядка 60 протоколов административных нарушений, значит, за стоянку автотранспорта ближе 30 метров в прибрежной водоохранной зоне водных объектов. В этом же году в настоящий момент составлено где-то 18 протоколов. Вот. Но еще, как говорится, лето в разгаре, и работа будет вестись на постоянной основе. Но куда меньше риска и хлопот для тех, кто выбирает отдых на официальных пляжах. Уж там созданы все условия. К слову, зон массового отдыха на территории Брестской области 87. За каждой зоной отдыха закреплены ответственные организации, которые ответственны за обустройство этих зон отдыха, обследование дна водных объектов, за своевременную уборку и вывоз мусора и так далее. И, конечно, эти зоны отдыха находятся под постоянным контролем. Стоит отметить, что рядом с официальными пляжами есть и официальные автостоянки. Конечно, каждый вправе выбирать, где проводить свободное время. Но у каждого есть возможность подсчитать все плюсы и минусы предложенных вариантов и сделать выводы. Продолжаем. Вступительная кампания 2014 подходит к завершению. Идет прием документов на платное образование, но и есть еще вакантные бюджетные места. Гость утреннего «Эспрессо» Олег Меншик, ответственный секретарь приемной комиссии Брестского государственного технического университета. Олег Павлович, доброе утро. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с общего. Как вступительная кампания вообще проходит в стенах вашего вуза? Мы закончили первый этап вступительной кампании. Мы зачислили в этом году 573 абитуриента на бюджетную форму обучения. Какие самые популярные специальности? Самыми популярными специальностями в настоящее время, конечно, являются специальности у нас экономические. Традиционно у нас даже проходной балл несколько подрос по специальности логистика в этом году. Он составил 325. А сколько человек было на место? В целом, количество, абитуриентов, которые подавали документы, у нас по всем факультетам превысило количество мест, которые мы могли предоставить бюджетных. Но это из года в год так? Есть у университета определенные традиции, есть абитуриенты, которые традиционно, безусловно, к нам стремятся из года в год. Мы даем качественное образование, поэтому мы, в принципе, бюджетную форму обучения
закрываем практически полностью. Ну, до 23 числа ВУЗ начислял на бюджетные места абитуриентов. Но есть еще добор. Расскажите более подробно, ведь этот момент очень волнительный, я думаю, и интересен для телезрителей «Утреннего эспрессо», у кого есть абитуриенты, и тем более родители. Значит, общественность, абитуриенты очень много задают вопросов по дополнительному набору. У нас после основного набора на бюджетные места дневной формы обучения остались два места. Это специальность мелиорация, водное хозяйство и сельское строительство, обустройство территорий. Значит, но два места это не две специальности, да? Да, это два места. На одну специальность одно место и на другую специальность также одно место. А все-таки по одному? По одному месту. И вот на эти оставшиеся места, вакантными после зачисления на бюджетную, еще раз подчеркну, форму обучения, мы добираем абитуриентов. Уже сейчас подают абитуриенты документы. И много ли желающих? И как из претендентов выберете? Желающих достаточно. Министерство образования Республики Беларусь установило для таких категорий абитуриентов несколько пониженную планку. Минимум баллов по сертификатам централизованного тестирования – это 3 в данном случае. То есть, если у тебя по сертификатам 3 балла, ты можешь даже учиться на бюджете? Фактически так. Но если кто-то больше не подаст сертификат, конечно. на большую Здесь сумму надо баллов. победить в конкурсе все равно. Зачисление осуществляется на основании конкурса, поэтому будет зачислен тот абитуриент, который наберет большее количество баллов. До какого момента на эти бюджетные места на будет эти бюджетные места мы принимаем документы по 28 июля, и счастливчики 29 июля уже узнают, что они попали в число студентов. Так, на платное обучение мы принимаем документы по 31 июля. Работаем мы в субботу, приемная комиссия работает без обеда с 9 часов до 18. Олег Павлович, что касается платной формы образования, много ли мест в ВУЗе и много ли желающих? Ну, к очень большому сожалению, демографическая проблема, она сказалась, также общая республиканская, она сказалась и на нашем ВУЗе. Конечно, мы бы хотели иметь больше претендентов на имеющиеся места, но к очень большому сожалению, значит, в совокупности с демографией и в совокупности с тем, что баллы в этом году по централизованному тестированию многие абитуриенты по дисциплинам математика и физика не преодолели, как известно, около 40% не смогли набрать заветные 15 баллов. Поэтому проблема, безусловно, существует. В настоящее время остаются вакантными места по платной форме обучения по практически всем специальностям. Поэтому мы ждем абитуриентов, готовы принять, дать качественное образование. Сколько в среднем будет студенту, будущему вот сейчас абитуриенту, стоить это образование в год? В настоящее время в нашем университете платное обучение оно составляет порядка 14 миллионов рублей. Эта цифра она не превышает, например, стоимость обучения в вузах города Минска. Олег Павлович, ну и в конце нашего разговора традиционно наши вузы и технический университет Бреста в том числе пользуются популярностью у иностранных абитуриентов. В этом году как обстоят дела? Может быть, увеличили географию? Безусловно, это так. Значит, мы уже зачислили иностранных абитуриентов, которые обучались у нас на факультете довузовской подготовки. Они стали студентами нашего вуза, и иностранные абитуриенты представляют особый интерес, значит, к нашему вузу. Значит, имеют, и мы готовы принимать также и иностранных абитуриентов. География от года в год расширяется, количество иностранных абитуриентов становится все больше и больше. Еще хотелось бы сказать, что качество образования в Брестском государственном техническом университете стабильно высокое, что подтверждается победой в прошлом году университета в республиканском конкурсе в номинации «Организация года» в области подготовки специалистов строительного профиля. Олег Павлович, вот на этой мажорной ноте и закончим. Утренний эспрессо еще раз присоединяется к поздравлениям. Ну и, конечно же, пусть эта вступительная кампания пройдет без задоринки. Всего доброго. Спасибо вам. Всего доброго. О вступительной кампании 2014 года говорили с Олегом Мешиком, ответственным секретарем приемной комиссии Брестского государственного технического университета. 150 километров на ретро-автомобилях.
Завтра стартует Берестейский тракт 2014. Путешествие пройдет по маршруту Брест, Скоки, Волчин, Высокая Беловежская пуща с посещением местных достопримечательностей. Планируется участие 2 десятков автомобилей солидного возраста. Парад стартует от стен археологического музея Бересте в 11 часов. Затем 2 часа любители старинной техники смогут посмотреть на авто у гостиницы «Эрмитаж». А в 14 часов колонна отправится в путь. Организует Берестейский тракт клуб любителей ретро-автомобилей «Адам». Кстати, его участники не раз снимались в кино, так что не упустите возможность познакомиться с остальными легендами. А если будет у вас на выходных время на поход в кинотеатр, то не пропустите обзор от Екатерины Гараевой. Доброе утро! Первая премьера этой недели позволит самым юным зрителям окунуться в атмосферу приключений с помощью героев мультфильма «Король Сафари» в формате трехмерной реальности. В самом сердце Африки Началось! Пора! в суеверном стаде родился детеныш зебры, не похожий на других. Дел дрянь. А что это значит? Это плохой знак. Нет полосок, нет дождя. И когда таинственная засуха охватила землю, Как вся вода могла уйти из-за одной зебры? Пол зебры. он покинул свое стадо. Он ушел. Кумба. Нет, чтобы раздобыть полоски. Прежде всего следует отметить, что в оригинале король Сафари называется просто Кумба и не имеет ровным счетом никакого отношения к блокбастерам «Мадагаскар» и «Рио». Мультфильм снят в память о Рейнхальде Рау, основателе проекта «Квага», перед которым стояла задача воскресить одноименное вымершее парнокопытное путем скрещивания. Зебра Кумба с самого рождения был посмешищем всего стада из-за того, что родился наполовину полосатым, а наполовину белым. Когда началась великая засуха, сородичи решили, что он проклят. Стадо изгнало беднягу, и даже отец отвернулся от него. Отважная полуполосатая зебра отправляется в опасные и веселые приключения, чтобы найти недостающие полоски и заслужить уважение семьи. Функции детского мультфильма здесь выполнены на все 100. Проходных персонажей практически нет. Даже редко появляющиеся антилопы-эмигранты, собака-блюзмен и безумные грызуны-оккультисты запоминаются и вызывают только симпатию. Я не сдамся. Полоски тебе обеспечены. Нам нужны такие храбрецы, как ты. Думаешь, только тебе тяжело стать своим? Я чувствую ваш страх. Вкус приятный. Я слышу, как он дышит. Нет, это ты. Король Сафари. Я хочу пипи. А ты хочешь? Нет, уже нет. В кино с 24 июля. Еще одна премьера этой недели расскажет нам о жизни и подвигах самого известного древнегреческого героя. А зрителям предстоит окунуться в невиданный мир, в котором сверхъестественная неотъемлемая часть окружающей реальности. Я расскажу вам о Геракле. Наполовину смертном, наполовину боге. Геракл, мы все слышали о тебе. Ты сын Зевса. Я думал, будет сложнее. Твое имя звучит как вызов. Я лишь хочу быть мужем и отцом. Добро пожаловать домой. Боги обрушили на землю ужасы преисподней. Это приспешники Аида. Их не убить простому смертному. Помоги нам, и мы дадим столько золота, сколько ты весишь. Ешь больше. Куда мы едем? Удушение немейского льва, укрощение пса Цербера и убийство Гидры – это лишь часть подвигов, которые придется совершить сыну Зевса, прежде чем он поведет в бой фракийское войско и столкнется с настоящим врагом. В жизни Геракла были не только великие деяния, но и ошибки, обернувшиеся болью и страданиями. Так, в приступе гнева, насланного богами, он убил собственную семью. Преследуемый грехами своего прошлого, Геракл стал наемником. Вместе с 5 верными соратниками он путешествует по Древней Греции, продавая свои услуги за золото и используя свою легендарную славу, чтобы запугивать врагов.
Прослышав о них, царь Фракии решил нанять могучих воинов, чтобы обучить и сделать свою армию непобедимой. Геракл и его боевые товарищи выполнили свою часть договора, а царь, получивший в свое распоряжение легионы обученных солдат, вознамерился не только покорить Грецию, но и утопить ее в крови. Куда ты идешь? Сделать что-то очень глупое. Мое время. Вообще-то оно летело в меня. Прости. В предстоящие выходные я желаю вам отдохнуть, зарядиться морем энергии, в том числе с помощью хорошего кино. И еще анонс культурного события на День города Бреста. 26 июля в 13 часов на открытой площадке у Брестской центральной городской библиотеки имени Пушкина стартует поэтический марафон. Он называется «Майстры литературного городка». Он соберет профессионалов и любителей художественного слова. Организаторы приглашают всех желающих выразить свои чувства к городу над Бугом поэтическими строками собственного сочинения, приняв участие в конкурсе «Пожелания Бресту» в стихах. А далее в эфире кулинарные пожелания от шеф-повара отеля «Эрмитаж» Ивана Гринина. Доброе утро. И наконец-то наступило лето не только по календарю, но и по погоде. И сейчас довольно уже жарко, даже утро. И хочется что-нибудь освежающего. Поэтому сегодня я приготовлю молочный смузи с черникой. С вами шеф-повар отеля «Эрмитаж». Гринин, приступим. Для этого нам понадобится черника, черничный йогурт, фитнес-лопи, мороженое, немного молока и лед. Рецепт очень простой, каждый справится. Мы берем лед, туда мы закидываем хлопья. Все это мы перебиваем. До однородного состояния. Теперь мы туда добавим йогурт. Теперь мы добавляем молока. Теперь идет у нас мороженое. Взбиваем достаточно долго, чтобы получилась такая однородная загущенная масса. Ну и последней составляющей является черника, которая богата витаминами, полезными свойствами, разными минералами. И она придаст дополнительную энергию на весь день вам. Поэтому мы ее добавляем. Можно не жалеть. Чем больше, тем вкуснее. И все до конца. Взбиваем, придаем фиолетовый оттенок нашему коктейлю. Мы приготовили наш коктейль. Мы его выливаем. Сверху немного ягод. Итак, сегодня я приготовил молочный смузи с черникой, который богат витаминами и протеинами и придаст вам сил до целого обеда. С вами был шеф-повар
отель Эрмитаж Гринван. Приятного аппетита! И еще об одном событии в завершение. Завтра на площадке у главного входа в Брестскую крепость стартует первый международный велофестиваль. Затем его участники проедут парадом через центральную часть города до филиала музея «Пятый форт», где будут проведены конкурсы, викторины и лотереи. А на следующий день организаторы обещают ряд интересных тематических велоэкскурсий в сопровождении представителей брестских велосипедных клубов. На данный момент зарегистрировано более 1200 участников, при этом электронная регистрация прекращена, но желающих запишут на месте. На этом сегодня все. Меня зовут Денис Липкин. Всем насыщенных выходных. Увидимся.